Новый фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Этот фильм рассказывает о девушках, о светлых днях их жизни, о первой любви, о мечтах, которым не суждено было сбыться, потому что в этот край, где тихие зори, пришла война. Этот фильм о подвиге, о тех, кто не вернулся с войны. Смотрите фильм «А зори здесь тихие». Производство киностудии имени Горького, СССР. Что с тобой? Я сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Говорит, сегодня война начнется в 4 часа. Веришь? Это, конечно. Только за эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Всем вернуться в казармы, разобрать оружие и занять оборону. Бегом! Сегодня, 22 июня, Застава! Оружие к бою! 4 часа утра. В эфире только немцы. Может, это обучение? Хотите бедахнучи? Хотите? Отставить! Панику прекратить! Командование беру на себя. Объявление войны. Товарищ лейтенант, а где Аня? Я найду ее! Акимов! Германские войска напали на нашу страну.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. И шли солдаты по зале, и там в сугробе, как в болоте, идут. И бьют снаряды по броне. Черт-те сколько. Снежинки таяли в полете. Что, папаша? Тылом к земле тянет. С листьями в огне, и падал в битве человек. Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев и уничтожать танки. Права отхода не дают. Для всех без исключения. Единственная объективная причина ухода с позиции может быть только одна — смерть. Последней страшной случалось танк и человек. Встречались в схватке рукопашной.
Больше тебе некуда, да? Наложил или ранен? Тихо ты. Танки. Где твоя СВТ? Я тебя спрашиваю. Где твоя СВТ? Тут. Тут. И немецкий автомат тоже. А твоя? Ты! Тихо! Тихо! Цыть душу твою! Ты что? Товарищ лейтенант! Это вы, товарищ лейтенант! Я тут давно лежу. Не бойтесь, они мимо проходят. Не бойтесь, товарищ лейтенант. Вставай. Товарищ лейтенант, нас тут не найдут. Вот увидите. Вставай. Вставай. Там все гибнут, а ты тут. Вставай, пошли, ну! Не надо. Не надо, товарищ лейтенант, мы ничего не сможем. Нам нужно остаться живыми, слышите? Мы гадом потом всех. Мы гадом потом, как вчера ночью. Ай! Вставай! Ну, стреляй! Стреляй тогда! Или давай сперва я тебя, лучше это самим, чем они нас потом раненых в плен! Ну, стреляй! Тихо! Dieser verdammte Krieg gibt einem nicht mal mehr Zeit zum... Я знал, что придете. Значит, вину свою понимаешь. Но ведь повесили. А его выпустили. За что? Ты это, хоть не говори о Нелли, скажи, немцы убили. Ладно, копай. Там видно будет. Разве человек так скоро меняется? Чтобы до войны один, а войны другой. Переменился. Еще как меняются. Неустойчивые элементы. Если жить захочется.
Тебе награда за штрафную дали, да? Да что ты, парень, за штрафную дают только прощение живым и мертвым. У меня до сих пор перед глазами ребята мои. Это под селом Вишневцы было. Нас тогда 30 человек в разведку пошло. А 5 человек всего осталось в живых. Ребята все обиды забыли, когда эти фашисты нашу землю лапать стали. Не доглядел я, не досмотрел. Я на фоне-то разведчика на себе 2 километра тащил. Знаешь, мне больше всего, что хочется в баньку сейчас с веничком, да все грехи свои смыть. А у меня вот нету грехов. А ты что, правда, что ли? Ни с одной девчонкой не гулял, что ли? Эх ты, парень, так тебе умирать тогда нельзя. Я и не собираюсь умирать. Я буду жить долго-долго. Я знаешь, что заметил? Вот наши русские люди, что у них в будни накопилось обида, горе, злоба. В праздники все забывают. Я вот думаю, будет День Победы. Он ведь обязательно будет. И все. Мы забудем эту войну. Да, дай Бог. Только вот мы вернемся совсем другие с войны. Не те, которые уходили на войну. Мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее, на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый. У меня лишь она одна. Пахнет в хате квашней и дым. За порогом бурлит весна, старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле, а вдруг нежданный приказ вперед. Снова рядом с сырой шинели светлокосый солдат идет. Зинка нас повела в атаку. Мы прорвались по черной ржи, по воронкам и буеракам. Через смертные рубежи мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славою жить. Почему же? В бинтах кровавый светлокосый солдат лежит. Ее тело своей шинелью покрывала я зубы, сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый. У нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом. За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. И я не знаю, как написать ей, чтоб тебя